Пол под ногами буквально сгнил из-за протекавшего шифера, а деревянный потолок вздулся от сырости. Дом, построенный еще в 1959 году свекром Мадины Угурчиевой, давно находится в аварийном состоянии. Женщина показывает гостям состояние своего жилища. Этим визитерам Мадина рада как никому. Долгожданная помощь не заставила себя долго ждать. Руководитель фракции единороссов Магомед Алисханов от лица председателя парламента пришел вручить денежные средства для ремонта дома женщины. Председатель парламента, руководитель фракции «Единая Россия», Народное собрание сказали немедленно выйдь на место, проверь и доложи. Я сразу второй же день выехал на место, как вы сами сейчас видите, как видели. Действительно, она нуждалась в помощи. Председатель парламента Магомед Умарович и руководитель фракции парламента Магомед Алисханов взыскали финансовую помощь в размере 150 тысяч рублей. Сегодня мы приехали, отдали эти деньги. Несколько лет назад она обратилась за помощью к местным властям. Тогда ей перестелили металлочерепицей крышу. Но вот на замену напольного покрытия денег не хватило. Муж умер лет 30 назад, а единственная дочь давно замужем. Материальной помощи ждать было неоткуда. Поэтому женщина и решила обратиться в общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Много раз приходилось после каждого дождя мазать глиной, белить, и уже пол пришел в негодность. Он проваливается в некоторых местах, так как вода прямо проходила в комнаты. Но теперь мне покрыли крышу, теперь не проникает. А вот у нас остались еще окна, двери. Прием граждан, на который попала Мадина, был приурочен к 20-летию фракции единороссов. Помимо женщины, в общественную приемную в Магасе пришли десятки людей. Обещали помочь каждому. Охватили всех их. До конца месяца мы охватим всех, обязательно посетим всех обращаемых и, соответственно, поможем, реальную помощь окажем. И в понедельник мы запланированы те, которые по болезни, по инвалидности. Это я в понедельник приму тех, которые были на приеме, и постараемся помочь удовлетворить просьбы населения. Теперь Мадина может забыть хотя бы о крысах, вылезающих из подвала, о сырости и холоде. Женщина планирует заменить старый пол и окна. Ну а гости обещали приехать вновь на чай после того, как закончится ремонт. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.